Группа австралийских ученых провела сотни исследований пересадки органов в Китае и пришла к выводу, что органы заключенных извлекались без их согласия и использовались в коммерческих целях. Британский медицинский журнал пишет, что китайские власти провели более 400 научных опытов с использованием органов заключенных, приговоренных к смертной казни. Специалисты медицинской этики Венди Роджерс и Мэтью Робертсон потребовали остановить исследование. Данный факт подтвердила международная организация Amnesty. Канада согласилась передать старшего менеджера китайской компании Huawei США. В письменном заявлении правительства Канады указывается на то, что Министерство юстиции официально одобрило решение о передаче Ванчжоу. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Лу Канг оценил это как политический скандал. В Стамбуле была организована конференция на тему «Вопрос Восточного Туркестана с точки зрения журналистов». На конференции присутствовал мэр Стамбульского района Кучук-Чекмедже Темель Карадениз. Также в городе Эдремит прошел семинар, посвященный китайским репрессиям, организованный группой бизнесменов. Группа израильтян, собравшихся в Тель-Авиве, организовала протест против Беньямина Нетаньяху, в отношении которого ведется расследование по делу злоупотребления служебным положением. Протестующие держали в руках плакаты и высказывались против Нетаньяху. А бывший главнокомандующий израильской армии призвал Нетаньяху к отставке. Руководитель партии сопротивления Бенни Ганц и главный прокурор Авикай Мендельблит обвинили Нетаньяху в получении взяток. После встречи с лидером Северной Кореи во Вьетнаме Дональд Трамп сделал заявление о решении прекратить совместные учения с Южной Кореей. По словам Трампа, причиной стала невыплата Южной Корее миллионов долларов и обычная экономия средств.